Минск ТВ, ВОКа ТВ, BFF.BY сегодня транслирует матч 25-го тура чемпионата Беларусьбанк Высшая лига, где футбольный клуб Минск принимает Минское Динамо. Крайнего правого защитника, латераля, как их называют в этой схеме, получил травму и уже после подачи Новоловского очень хорошая и забивает Фатай. 1-0 выходит Минское Динамо на 5-й минуте матча. Так, кажется, просто забивают мячане. И, наконец-то, Новоловский отличается своей первой голевой передачей в этом сезоне. Состоялся у меня разговор с пресс-атташе Минского Динамо, касаемый именно этого крайнего защитника Минского Динамо. И был он о том, что очень большой объем проделывает этот футболист на поле, но как-то огромное количество передач не перерастают в забитые голы. Долго не думая, отправляет нападающего Бахашвили в борьбу. Евдокимов. Пас на Шевченко. Отличная передача на Евдокимова. Скорость у нас очень хорошая. Прострел на Шевченко. Удар и 1-1. Вот такой вот у нас матч. 6-я минута. И уже 2 забитых гола. Минск отвечает прекрасной контратакой. И все делает как нужно. А Шевченко, в свою очередь, забивает свой 5-й гол. И делает этот сезон для себя еще более успешным. Этот полузащитник наравне с Бессмертным и Иваном Бахаром проводит неплохие матчи в этом году. Верим в команду! 2 гола уже забивал. Василий Остроух бьет и Горбунов выручает. И очень опасный был момент. Там его, естественно, страхует Гаврилович. Футболистов сзади у Динамо всегда хватает. Минимум 5 игроков остаются. И вот такая вот срезка, скорее, чем удар. На 1 метре, кажется, располагаются. Швецов, скидка от Фатай. Но Филипп Иванов убивает мимо ворот. Хотя очень удобно скинул нападающий. И Филиппу Иванову никто не мешал для того, чтобы попасть. Неплохие скорости показывают обе команды. И, может быть, в конце первого тайма... Вот уже после этого эпизода Фатай и удар по воротам и 2-1. Рано я все-таки начал подводить итоги. И сразу же после того, как я начал это делать, выходит 1 в 1. Чернокожий нападающий Минского Динамо. И здорово разбирается Сергей Веремко. Здесь опыта не хватает голкиперу футбольного клуба Минск. Ну, прекрасно, конечно же, момент. И не менее прекрасное исполнение 7-го номера Минского Динамо. Пас от Евдокимова. Ну и вот, что-то похожее на прессинг есть все-таки, но нельзя сказать, что он слишком уж активный. Евдокимов получает пас на Бессмертного. Хороший пас, врывается футболист Минска и забивает. Отличный гол, и кажется, это был Насибулин. Все очень здорово сделали игроки футбольного клуба Минска. Быстрым пасом нашли Евдокимова, тот Бессмертного. И хорошую передачу дает Дмитрий на набегавшего игрока под 89-м номером. Остроух. Хорошую передачу отдает Бессмертный. Удар, кстати, отличался Бессмертный в этом сезоне уже. Хвощинский. Пас на Фатай. Удар! Но здесь Сергей Веремко здорово действует, хотя удар как таковой не получился. На другой фланг Новоловский с левой ноги. И снова безупречно действует ФК Минск. Яхая. Хвощинский. Он, кстати, поиграл год в ФК Минск. Будет удар! Удар! И забивает 3-й гол. Фатай оформляет хет-трик. Вот так вот после выстрела Владимира Хвощинского мяч отскакивает от Сергея Веремко. И Фатай на протыке забивает 3-й мяч. 2-3. 67-я минута матча. Да, не могут остановиться футболисты обеих команд. Забивают и забивают. Конечно, потрепали нервы обеим тренерам. 17-го номера Минска Юрий Остроух. Врывается, дает передачу, удар! И в 9-ку забивает игрок футбольного клуба Минск. Но к этому шло. Действительно, футбольный клуб Минск очень серьезно нагнетал в последние, даже не секунды, минуты матча. Было очень много эпизодов, много ударов по воротам
которые были либо заблокированы, либо не доходили до створа ворот. Ну а сейчас очередное прекрасное исполнение и, кажется, очередной гол Насибуллина.